Ноға юрт телеберімізді біз лекция кепті язбаға сүйдік. Халыққа біздің тарихынан тұра хабарды тыңламаға ярардып сенеміз. Лекцияда жүргізбеге біз Рамиль Шумхамбетовты шақырдық. Рамиль яс әлім Астрахандың өкіметлік университеттің аспирантурасын қотарған. Ем әлігі заманда әлімлердің арасында аты бара. Беріміздің бас темасы ноғайлар алтын ордадың тура тудықлары болады. Көбіші ноғайлар ойлайдылар. Біздің тарихымыз ноғай ордадың бастайды деп. Бұлай қарағанда біздің халықтың тарихы ұзаққа тереңге кетеді. Біз болсақ ноғайдың алтын орда яда улус Жучи шағында яшауын көз алдына әкелмеге сүйеміз. Неге десе алтын орда ноғайлардың өкіметі болған. Elbette ол үлкен тема. Сол үшін біз тек кездесулермен лекцияда жүргіземіз. Оттаны Едиге образовали вот этот мангытский юрт, который стал позднее ядром могущественной Ногайской Орды, самого многолюдного и, пожалуй, самого крупного из государств-наследников Золотой Орды. Надо особенно остановиться на такой теме, как золотоордынское наследие, по той простой причине, что сейчас именно в связи с определенными запросами наследие Золотой Орды, оно становится предметом таких споров между учеными, публицистами тюркских народов. И, как-то ни странно, зачастую наш народ оставляет где-то где-то за скобками. И в той же степени можно сказать, что до последнего времени сам наш ногайский народ и определенные элиты ногайского народа, они концентрируются больше на самой Ногайской Орде, нежели чем именно на Золотой Орде, на, так скажем, непосредственно предшествующей эпохе. А между тем нет никакого сомнения, что ногайский народ, он зародился именно в Золотой Орде, в недрах Золотой Орды, имел прямое отношение к ней. И здесь надо сделать необходимое приготовление. Дело в том, что зачастую ногайский народ, есть такая тенденция связывать именно с мангытами, с правящим кланом мангытов, из которого происходил Едиге, конкретно Акмангыт. Но это не совсем верно. Дело в том, что это правящая элита, правящий клан, а далеко не весь сам народ, потому что Вадим Юрьевич Штрепалов, он специально различает, собственно, мангытов и ногаев. Ногаев как тех, кто подчинялся, мангытов это как правящий род. Это не всегда одно и то же, хотя нет сомнения, то, что мангыты это конкретно клан Акмангыт, он имеет непосредственное отношение к ногайской истории, это, собственно говоря, те, вокруг которых концентрировался весь народ. Или же идеология эпоса Едиге, именно которая является основной для ногайского народа, конечно, она именно заточена под обоснование прав мангытов, клана мангытов на власть. Так вот, что за государство Золотая Орда? Золотая Орда это довольно позднее наименование, такого названия, естественно, современники этого государства не знали, они называли это государство Улук-Улус, то есть большое, великое государство. Существует такое название в научной среде, как Улус-Жучи, по имени старшего сына Чингисхана, которому именно был отдан именно западный улус Монгольской империи. Но надо сказать, что именно по наследникам Жучи, Жучидам, Чингизидам именно этой династии, с ними связано было это государство. И центр его находился на Нижней Волге, там, где сейчас Астраханская область находится, город Сарай-Бату. Уже по названию видно, что основал его хан Бату, сын Жучи хана. Кроме того, кроме улуса Бату, существовал улус Орда-Ячена или Синяя Орда, который находился в восточной части, границы между Белой и Синей Ордой. Было как раз, собственно говоря, была река Яик по одной версии, по другой река Эмбы. Есть еще одна версия, то, что граница проходила по реке Эдыль.
однозначно, да, это вопрос дискуссионный. Вот. И когда говорят, собственно, о Золотой Орде, да, все-таки говорят в большей степени о ее центральной части, о Белой Орде. Вот. И здесь есть определенные, да, так скажем, опять-таки дискуссионность, что считать Синей Ордой, что считать Белой Ордой, где же находился центр. Вот. Ну, надо сказать, что центр все-таки он однозначно, я считаю, куда правильнее говорить о том, что центр находился в Предкавказье, на территории правобережья Волги, там, где впоследствии, где впоследствии образовалась Большая Орда. Почему так? Потому что когда вот произошло, да, центробежные, да, вот эти разного рода тенденции, когда произошел распад Золотой Орды, центральные, да, так сказать, доменные владения, основные владения, Тахт или престольная держава, или Большая Орда, она находилась именно на правобережье Волги. Вот. И опять-таки, почему для нагайцев это совсем, да, не чужое государство? Дело в том, что если мы даже обратимся, да, к исследованиям генетическим, к исследованиям антропологическим, палеоантропологии, да, если мы посмотрим хронологический материал, уже достаточно давно доказано, что нагайцы являются потомками именно, да, вот этого домонгольского населения и именно населения, которое занимало запад Орды. Кроме того, что неудивительно, сохранилась память именно о Золотой Орде, да, достаточно устойчиво. Это эпос, нагайский эпос Арю-Амета и Сулнуло, времен хана Джанибека, предания, которые зафиксированы, да, об основании Астрахани, об Асане-Кайгы, об основании Астрахани во времена Золотой Орды. Эти предания, они бытуют у нагайцев. Опять-таки, летняя ставка хана Узбека Бестау-Сарай, она упоминается очень часто в нагайских преданиях. Так вот, чтобы понять, какое отношение нагайцы имеют к Золотой Орде, надо посмотреть, да, вот, как формировалась Нагайская Орда. Она формировалась таким образом, что верхушку составлял клан Мангыт, а вот подданное население, оно приходило в основном с запада. Переселялось в междуречье Волги и Урала с территории как раз степей Северного Кавказа, о чем сохранились и археологические свидетельства, и сведения о многочисленной шежире. Вот. Надо специально здесь отметить о том, что Вадим Юсович Трепалов, он говорит о том, что этноним Ногай, он был свойственен далеко не только жителям Ногайской Орды, но и жителям Большой Орды и Крымского ханства. Вот. И это говорит о том, что вот это все население, оно, собственно говоря, прямые наследники Золотой Орды, они были едины в этническом смысле, вот, имели только разную власть. Да? Вот, то есть, если мы будем говорить о Большой Орде, там правили чингизиды, вы помните, знаменитый хан Ахмат, стояние на Угре, а в Ногайской Орде правили, естественно, потомки Эдыги. Однако в постзолотоордынских ханствах во многих именно потомки Эдыги становились бектурбеками, то есть, грубо говоря, как аналог должности премьер-министра. Вот. По разрушении Большой Орды ее население, часть из них ушла на территорию Крымского ханства, либо приняла подданство крымских ханов Гиреев, а другая часть ушла в Ногайскую Орду. Мало того, Ахматовичи, потомки хана Ахмата, именно из Ногайской Орды пытались восстановить Большую Орду. Кроме того, еще в бытность самой Большой Орды, Тахт-Эле, в ней существовал свой мангытский юрт, возглавленный Тимиром, потомком Бей-Деге, которому служил знаменитый ногайский рау Шалкиис. Все это население он, как мы знаем, называл ногаями, да, то есть народной памяти сохраняет, но мало народной памяти, это все-таки вторичный источник. В архивных документах сохранилось упоминание, как мангытский Бей-Дивей, внук Тимура, говорил о Бей-Тимуре, да, или Тимуре, такие слова. Дед мой Тимир был на своем юрте в Нагаях, и здесь речь шла именно о мангытском юрте Большой Орды, то есть именно вот это очень важное такое свидетельство. Кроме того, надо сказать, что и по разрушению, да, Большой Орды в Астраханском ханстве население, которое было потомками
Большой Орды, оно постепенно принимало имя Ногаи. Вот, в Астрахани случай Ногаи упоминается в русских источниках, об этом тоже сообщает Вадим Юнусович Трепалов. Вот. Тема эта очень большая, пространная. То, что сейчас мы здесь некоторые сведения приводим, это, так скажем, намечаем эту тему. Вот. Очень хорошо и замечательно был введен термин Ахметом Аминовичем Ярлыкаповым как Ногайские государства, когда речь идет об Астраханском ханстве, Ногайской Орде, о Большой Орде, Крымском ханстве. Вот. И надо сказать, да, вот в завершении, да, какое доказательство еще у нас есть о преемственности ногайцев в Золотой Орде, ну, это то, что именно в Ногайскую Орду и в Крымское ханство отправлялись поминки, то есть это аналог Дани. Вот. Другим государствам такие поминки, да, то есть аналог Дани, не отправляли. Это говорит о том, кого русское государство считало наследниками Золотой Орды. Очень сложно рассуждать об этногенезе и этнической истории. Это близкие, но все-таки разные вещи. Этногенез – это как народ складывался, пока у него не возникло самосознание и самоназвание. Этническая история – это то, что с ним случилось потом, когда он оказался в кругу других народов, этносов. Поэтому иногда путают, но путать эти две вещи не надо. И у ногайцев исходно был интересный этногенез, и потом крайне богатая, сопряженная с огромным множеством народов. Этническая история. Этническая история. Связь с монгольским, с приходом монгольских ратей и Золотой Ордой для меня очевидна. Все в Восточной Европе связаны с Золотой Ордой и не связаны с ней. Поэтому тут только провести границы. Кочевая часть Золотой Орды в итоге – это Большая Орда. Но когда Большая Орда распалась, это Ногайская Орда. Тем более, что в 1401 году значительная часть улусов Большой Орды, она вошла в Ногайскую Орду. И что меня очень устраивает, к исходному ногайскому происхождению кыпчаков добавилась вторая ветвь, немножко от кыпчаков отличающаяся, половцы. Половцы. И когда все это проходило, не так уж далеко от Каспийского, Аральского и Черного морей. Это вот фраза в сказании о Казанском походе «Придоша Нагаи, прежде реченные мангыты», она меня вселяет очень большую загадку. Может быть, тоже за счет вот этого нового элемента, который Половецкий стал преобладать. И произошла какая-то внутренняя модификация, о которой-то мы и не очень узнаем, не очень узнаем. Шло сложение ногайской государственности, и при Вакасе она уже полностью оформилась. Правда, как государственность кочевая, без налогов, без видимых денег, но тем не менее с дипломатическими сношениями и с властью. Обо всех можно так говорить. Булгары отбивались трижды и четырежды. И сколько человек каждого 10-го казнили монголы, прежде чем завоевали Булгарию. Это тоже факт. Русь Ивана Калиты без подчинения Золотой Орды просто бы не образовалась. Очень многие государственные институты Московской Руси были заимствованы, скопированы, или, по крайней мере, развивались под воздействием Золотой Орды. И ногайцы, конечно же, развивались как составная часть наследия Золотой Орды после того, как Золотая Орда распалась. Изучать Золотую Орду, изучать Ногайскую Орду, изучать Казанское ханство, Крымское ханство, Русь, Московскую, Русь тогдашнюю первоначальную. Это очень сложно, это нужно делать взаимодействие. Но это институты, сопряженные друг с другом, регионы, которые друг с другом тесно связаны. И приоритета какой-то из них имеет монополию на наследство Золотой Орды. Так говорить, мне кажется, просто нельзя. Остальное изучать. Большое спасибо.
Алтын Орда өрлелген өкіметлік власть институтлары болған, көп миллетлі өкімет болған. Ол Евразия екенлігінде мәнілі орынды тұтқан. Ебек жолы Орданың юртынан өте таған болған. Политикалық өкіметліктің себебі мен түрк тілі халықтардың тілдері сав дүнияға кен жайылған. Ноғайлар Орданың бас яшаушылары болған екен, біздің Алтын Орда ем оның жетекшілері ақында естелікті сақлағамыз. Онан басқа Ноғайлар Алтын Орданың географиялық орталығын билеген. Сонылыққа Алтын Орданың бұзылуынан соң тек екі өкіметлік ұлы Москва билері ем Россиялық патшалары Ноғай Ордасын билеріне ем Крым ханларына ясақ төлегендер. Екі өкіметліктің де бас яшаушылар ноғайлар болғандар. Оннан басқа болып, орта өмірлердегі ноғайлар күшлі, қуатлы әскершілер болғандар. Ноғай Ордасынан өрлену шағында ноғайлар 200 мыңлық атлы әскершілерді шығаратаған болғандар. Основной тезис выступления – это то, что нагайцы могут с полной уверенностью, с полными правами, полноправно могут утверждать о том, что они являются прямыми основными потомками Золотой Орды. Это в науке общеизвестный факт. Например, Магомед Сафаргалиев говорил о том, что одним из основных осколков Золотой Орды была Ногайская Орда. Вот. И расположение нашего народа, его историческая территория, его историческая память, разнообразные генетические современные исследования, антропологические исследования позволяют говорить о том, что нагайцы – это потомки домонгольского населения, половцев, асов, сарматов, печенегов, в том числе, естественно, и Золотой Орды, не в последнюю очередь, а в одну из самых первых. Очень важно сказать, что Золотая Орда – это было многонациональное государство, верхушку составляли ее монгольская элита, вот, но были подвластные народы, это в том числе русские, булгары, башкиры и многие-многие другие, но именно предки нагайцев, половцы, будучи интегрированы в систему Золотой Орды, они составили ее основное население, почему, собственно говоря, и называли Золотую Орду Кыпчакское ханство. А потому сейчас мы можем с полной уверенностью утверждать, что нагайцы – это основные наследники Золотой Орды. Вот. И я надеюсь, что ордыноведение оно привлечет внимание нашего молодого поколения. Ноғайдың тарихын білейім деп ұмтылған әр адам Вадим Трипаловтың іслерін мен кітапларын мен танысқан, яды есіткен оның ақында. Вадим Винцерович Трипалов танықлы ноғайвет, Россиялық Үлмілер Академиясын член-корреспонденті, Алтын Орданың дергевшілердің ассоциациясының председателі, Ноғай Орданың тарихы деген кітаптың авторы. Оның бір кішке лекциясынан сізді таныстырмаға сүйемін. Нагайцы – это маленький народ с великой историей. Ну, сейчас в России их насчитывается немногим более 100 тысяч. Но когда-то, 600-500 лет назад, их было очень много. И соседи называли их не иначе, как санцы из Ногай, бесчисленные Ногаи. После распада Золотой Орды в 15 веке предки современных нагайцев, Ногаи, образовали могущественное и многолюдное государство, Ногайскую Орду. Были времена, когда она держала в страхе всех соседей. От опыта 1000 лошадей колебалась земля, тучи стрел закрывали солнце.
В разное время от ногайских правителей зависели окрестные ханы. Русское государство очень внимательно относилось к отношениям с этой восточной соседкой своей. Начиная с княжения Василия III, многотысячные табуны ногайских лошадей пригоняли на продажу в Москву и другие русские города. И во многом дворянское ополчение московских князей и потом царей было посажено в седло именно на ногайских лошадей. Для русского человека XVI века понятия «ногайский конь», «ногайский нож», «ногайское седло» были привычны и не требовали пояснений. Но от всего этого всаднического снаряжения до нашего времени в языке, ну и кое-где в быту на юге, осталась только ногайская плеть, нагайка. Нагайцы оставили довольно глубокий след в нашей истории. Иногда такой след, о котором основная масса читателей не подозревает. История Ногайской Орды была сложной и кровавой, многое в ней случалось смут и конфликтов. Во время таких смут население этого государства пыталось укрыться в более спокойных местах. В частности, они уходили на запад во владение крымского хана по 3 основным переправам через Волгу. Чтобы удержать подданных, правители Ногайской Орды просили русские власти установить крепости на этих переправах, чтобы не пропускать народ через Волгу. Иван Грозный в местах, указанных ногайским беем Исмаилом, поставил эти крепости: Самару, Саратов, Царицын, нынешний Волгоград. Сейчас невозможно представить нашу страну без этих 3 городов, но мало кто помнит, что поставлены они как раз на местах 3 главных ногайских переправ. Среди прочих иммигрантов в России поселились и предки знаменитых княжеских родов. Когда-то таких родов ногайского происхождения было в московском государстве 1,5 десятка. Но до 20 века уцелели 2, зато очень богатые и знаменитые. Это князья Урусовы и князья Юсуповы, потомки правителей Ногайской Орды. Алтын Ордадан бас яшаушылары ноғайлар екенін эпосларымызда, фольклорымызда қалған. Олардың жайылған географиясы үлкен. Қырымнан алып Яйыққа дейін, Еділден алып Кавказға дейін жайылған. Сондай болып, біздің көшпелі халықта бір заманда күшлі өкіметі болған. Лекциямызды тамамлай келіп, орта өмірлерді яшаған шайыр Доспамбет Азавлыдың Тоғай су ерін сізге тыңлатпаға сүйемін. Оны сізге Рамазан Жұмакулов есіттіреді. Доспамбет тек дегенді шайыр болып қалмай, жігіт әскерші болып та белгілі. Ол Қырым ханлығында Азав қаласында яшаған. Қырымның ноғай етекшілері гейлелерге қызмет қылған.
тайсалып дұшпан атты мүкінмен оғын сыртлы нар егіп қош көшірді